В эфире «Вечерние новости», в студии Василий Радченко. Здравствуйте. И вот некоторые темы, о которых поговорим в этом выпуске. Теперь сидеть дома предписывает закон. Глава Якутии изменил статус самоизоляции с рекомендательного на обязательный характер. Якутские предприниматели продолжают находить выходы из сложившейся ситуации, находя новые способы взаимодействия с клиентами. А в Москве презентовали новую учебную платформу для дистанционного обучения. Чем она будет лучше существующих площадок? Самоизоляция теперь обязательна. Глава Якутии внес соответствующие изменения в указ о введении режима повышенной готовности. Согласно документу, граждане, проживающие в Якутске, Жатае, Нерюнгринском и Мирнинском районах, обязаны не покидать места проживания. Выходить из дома допускается только в случае обращения за экстренной медицинской помощью, в случае угрозы жизни и здоровью. Людям разрешается посещать только те места, деятельность которых не ограничена во время режима повышенной готовности. Возможен выгул домашних животных на расстоянии до 100 метров от места проживания и вынос мусора. Якутяне также теперь обязаны соблюдать дистанцию друг от друга не менее 1 метра, в том числе в общественных местах и общественном транспорте, за исключением случаев оказания услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси. Кроме того, в указ главы внесены изменения, снимающие ограничения по деятельности салонов сотовой связи. То есть теперь они смогут работать наряду с магазинами продуктов, продовольственных товаров и аптеками. Напомню, что сегодня в Якутии подтвердился еще один положительный результат на коронавирус. Таким образом, количество заболевших COVID-19 в регионе составляет 16 человек. Режима самоизоляции для жителей наших городских округов Якутска, Жатай, для Мирнинского и Нерюнгринского районов это абсолютная необходимость. Многие решили, что раз погода стала теплая, пришла весна, то можно смело выходить на улицу. Ничего подобного. Как раз вирус себя наиболее вольготно чувствует при температурах 4-5 градусов, которая как раз у нас днем устанавливается сейчас на территории данных муниципальных образований. И риск переноса коронавирусной инфекции становится гораздо больше. Мы сегодня видим, как болезнь начинает убыстрять свое распространение на территории других регионов Российской Федерации, причем не только Москвы, но уже и уральских, сибирских, дальневосточных. Достаточно посмотреть на соседнюю Бурятию, так, и угроза с нашей республики, она далеко не снята. Сотрудники Роспотребнадзора встречают прилетающих в Мирный. О ведущихся проверках нам рассказали в Мирнинском авиационном предприятии «Алроса». По прилету пассажиры заполняют анкеты, которые сверяются со списком прилетевших. На основании полученной информации решается дальнейшая судьба пассажира. Дать предписание на соблюдение режима самоизоляции или поместить на 14-дневный карантин, если до этого были за рубежом. По прилету в Мирный, как я сказал, Роспотребнадзор встречает, дополнительно делают замеры температуры, анализируют по результатам анкетных данных, заполняемыми пассажирами, о состоянии, регионы присутствия данных пассажиров. Также авиакомпании предоставляет списки пассажиров для того, чтобы оперативно можно было работать, свести к минимуму те неудобства, которые возникают в связи с теми мероприятиями, которые проводят уже в аэропортах прилета. Меры по предотвращению коронавируса принимают и в Ленске. О ситуации на сегодняшний день нашему телеканалу рассказал глава района. На сегодняшний день из-за границы приезжих людей на территорию Ленского района 111 человек. 1 человек находится в обсерваторе. Вчера еще 4 человека поступило. Люди приехали, по-моему, из Таиланда, семья. По крайней мере, больных коронавирусом у нас на территории Ленского района на сегодняшний день отсутствует. По крайней мере, все плановые работы ведутся. Школы у нас, по-моему, с понедельника работают на дистанционном режиме, все практически. По старшеклассникам сейчас отрабатываем, те, кто вызывает ОГЭ и ЕГЭ, мы отрабатываем, чтобы малочисленные классы были, очно учились. Но это сегодня мы отрабатываем с Якутском и с Новгородом. Наверное, до конца недели решение будет принято. Особый порядок проведения медико-социальной экспертизы введут в стране. Главное бюро экспертизы региона сообщило, что правительство России подготовило соответствующие проекты. Они касаются признания лица инвалидом, а также определения степени утраты профессиональной трудоспособности в результате несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.
С момента принятия документа до 1 октября 2020-го освидетельствование граждан будет проводиться в заочной форме. Переосвидетельствование инвалидов, срок которых наступает в период с 1 марта по 1 октября при отсутствии направления на медико-социальную экспертизу, будет осуществляться продление ранее установленной группы инвалидности автоматически. Программа реабилитации также будет разрабатываться на полгода. К нам приходить не нужно. Мы будем отрабатывать со списками Пенсионного фонда России заочно. Срок инвалидности, срок категории ребенок-инвалид будет установлен сроком на 6 месяцев. Меняться содержание группы инвалидности, содержание индивидуальных программ реабилитации мы не будем. То есть автоматически будут сохранены все реабилитационные мероприятия, которые мы разрабатывали ранее. Первично мы отрабатываем по направлению. Якутские предприниматели продолжают находить выходы в период самоизоляции. О новых способах их взаимодействия с клиентами в материале Саргаланы Неустроевой. Новый тренд весны 2020 года. Бесконтактные покупки и шопинг в стенах родной квартиры. Этим быстро воспользовались предприимчивые бизнесмены. Теперь организация доставки товаров – единственный выход сохранить не только собственное предприятие, но и зарплату и рабочие места сотрудников. Все наши магазины сейчас закрыты. Но мы не унываем и пытаемся работать в новой реальности. На наш сайт skinntime.su мы добавили очень много продуктов. Часть работников трудится на доставке, а остальные ушли в оплачиваемый отпуск. Здравствуйте. Мы Майя Эдуард Егоровы, мы предприниматели. В обычное время мы доставляем в основном в магазины, но сейчас люди стали меньше ходить в магазины, меньше покупать, и мы стали больше доставлять на дом. У всех сейчас сложная ситуация. Мы немного в панике, в страхе, но не стоит унывать. Мы предлагаем онлайн-доставку, бесконтактную. Заинтересовавшие вас изделия мы вам отфотографируем, покажем на видео. Мы будем рады, если вы поддержите нас, наших работников, а мы порадуем вас эмоциями. В стороне не остались даже магазины канцелярских товаров. Так, одна из сетей организовала доставку на дом. Оказалось, что, несмотря на самоизоляцию, люди все еще нуждаются в новых ручках и тетрадях. Тем более каникулы закончились, и дети начали учиться, хоть и дистанционно. Ручки, тетради, бумага и еще развивающие игры, да, людям нужно. Люди сейчас, мне кажется, да, учатся онлайн. Я даже сама первые дни не могла найти меню, не могла копаться. Девочкам говорю, где ничего же нету у нас, там ничего же нету. Я вижу только бумагу А4, больше нету. Оказывается, там надо внутри еще зайти туда-сюда. Люди, может, моего возраста, не привыкшие пользоваться вот этими заявками, им трудно, наверное. А тем временем нашлись и те, кто в эти сложные времена не забыл и о поддержке самых важных своих клиентов – медперсонала. Мария Романова, основатель группы компаний «Романов», в рамках проекта «Поправляйся» ежедневно готовит для медперсонала городской клинической и инфекционной больницы полноценные порции обедов за свой счет. Рацион врачей радует своим разнообразием и питательностью. Здесь и запеченная горбуша с рисом, бигус со свининой, 2 салата, чука и винегрет и даже домашняя выпечка. И все это во времена, когда многим компаниям очень сложно остаться хотя бы на плаву. Все сотрудники также у нас трудятся. Мы оптимизировались, мы перевезли доставку ресторана «Масамуне» тоже в столовую и обеспечиваем доставку блюд ресторана. Все сотрудники сохранены, никто не уволен, никто не сокращен. Все мы работаем добровольно. Осуществлять доставку Марии помогает сам основатель проекта «Поправляйся». Владимир лично отвозит 200 порций ежедневно. Выполнять такую на самом деле опасную работу мужчина не боится. Для него это единственный способ помочь республике в борьбе с коронавирусом. Все нюансы обговорили с предпринимателями, что мы никаких денег не берем. Напрямую предприниматель закупает, допустим, средства индивидуальной защиты, бытовую химию, и другие вещи, которые необходимы, и довозит медицинскому персоналу совместно с нашими добровольцами. Деятельность таких людей – настоящий пример для каждого. Пример того, как можно извлечь выгоду из пандемии не только в пользу себя, но и в пользу любого другого. В пользу своего сотрудника, в пользу медсестры, пожарного или участкового. В пользу каждого из нас. Саргалана Неустроева, Илья Сыромятников, Якутск.
Центр семейного устройства в Алдане внедряет дистанционную практику. В настоящее время там насчитывается 86 воспитанников, из которых школьников больше полусотни. Учащимся начальных классов знания дает педагог, у малышей уроки проходят в обычном режиме. Выпускники же работают с педагогами дистанционно, а также осваивают материал посредством самоподготовки. Особое внимание как непосредственно образованию, так и контролю воспитатели центра уделяют учащимся средних классов. Ребята грызут гранит наук на виртуальных образовательных площадках и выполняют задания, присылаемые через интернет. У нас есть на дисковых носителях уроки для школьников. Также и интернет-ресурс задействуем по учебным площадкам. Для 5-6 классов также приглашены репетиторы по русскому языку и по математике, как основные предметы. Получаем задания по WhatsApp, по электронной почте. Также выполненные задания отправляем в школу. Но я думаю, что здесь проблем не будет. Ну и такая нагрузка больше, скажем так, как и на самостоятельность, отдана на 9-11 классы. Презентация новой учебной платформы для дистанционного обучения «Моя школа онлайн» прошла в Москве. О ней рассказал на пресс-конференции министр просвещения России Сергей Кравцов. Также федеральный чиновник уточнил, как будут проходить в этом году ЕГЭ и ОГЭ. Что делать, если нет интернета? Изменится ли зарплата учителей из-за удаленки? С подробностями наш СОБКОР в Москве. Максим Кардозу. Вот так выглядит новая учебная платформа «Моя школа онлайн». Это сайт cifra.school. И, наверное, главной ее особенностью является то, что в ее основу легли именно те учебники, которые входят в федеральный перечень. То есть они хорошо знакомы как учителям, так и ученикам. Фактически это разработка коротких учебных материалов для самостоятельной работы в домашних условиях с использованием всех имеющихся уже учителей и учеников учебников федерального перечня. Мы начинаем выкладывать все базовые предметы, часть уже выложена на платформе, действует. В течение каждой недели будет обновление материалов. Причем «Моя школа онлайн» — это не только про интернет. Обучающие программы будут дублироваться и по телевидению. Уже есть договоренности с несколькими телеканалами. Но и это не все. Эта платформа позволяет обучаться тем школьникам, где вообще нет интернета. Мы можем эти ресурсы закачать, сохранить в компьютерах школьников, учителей, и они могут их использовать в обучении. Мы составили соответствующее расписание, по которому могут работать учителя. Платформа рассчитана на все типы общеобразовательных учреждений, на все поселки, города, населенные пункты нашей страны. Также во время пресс-конференции министр сказал, что новых переносов ЕГЭ и ОГЭ не планируется, а учителя не должны потерять в зарплате из-за перехода в онлайн. Еще одна интересная деталь. Министерство продолжит оснащать необходимой техникой школы. Это ноутбуки и планшеты, которые должны впоследствии попасть в те семьи, у которых нет возможности самостоятельно купить необходимую технику для дистанционного обучения. Работает и горячая линия, на которую может обратиться как учитель, так и родитель. Все подробности на сайте Министерства просвещения. Максим Кардозу, Джур Березкин, Москва. На этом пока вся информация. До встречи в эфире.